Так, друзья, здесь Мацароевская мечеть, место сбора исконно чеченских тайпов, терлоевцев. Вот они, посмотрите, вот одно жилой башенный комплекс, вот второй, и вот наша башня, красавица нетронутая. Угол точно выверенный. Посмотрите, какая красота. Посмотрите. Посмотрите эти огромные валуны. Это на камеру не передать, насколько они большие. Посмотрите. Вот такая вот красавица. Мацароевский башенный комплекс. Замковый комплекс. Еще один в истории нашего народа, что я не знаю, что там, о чем там плачут норнийцы, вот, но факт остается. Мне рассказали предания по этим башням. Многие башенные комплексы терлоевцев были уничтожены, вот. Что касается этой башни, предание было таковым: во время, когда генерал Баженов взрывал терлоевские башенные комплексы, в этом комплексе проживала сноха терлоевцев. Называть национальность я не буду, со своими двумя сыновьями. И когда дошла очередь, когда им показывали проход через это ущелье, взрывая башни терлоевцев, когда дошли до сюда, обнаружили, что в этом комплексе проживает терлоевская сноха и двое ее сыновей. Когда узнали, кто она, кто по национальности, те путеводители, которые указывали путь, где находится в долине, Аргунской долине башенные комплексы, этот башенный комплекс не взорвали и не уничтожили, поскольку здесь проживают, по их словам, люди. Хотя в остальных терлоевских башнях они тоже проживали. Вот так этот замковый комплекс остался нетронутым. Это предания и рассказы самих терлоевцев. Когда я был на собрании, съезде терлоевцев, мне это рассказал один из терлоевских старейшин, что вот таким образом именно этот башенный комплекс остался целым. Достоверность подтвердить, конечно, мы не можем, поскольку это предания, рассказы. Но что бы то ни было, я очень рад, что этот замковый комплекс даже в таком прекрасном виде сохранился для истории нашего народа. Для всех терлоевцев, для всех нахчийцев, которые проживают на нашей родине, чтобы знали. Вот здесь есть место захоронения, здесь кладбище, как вы видите. А мы продолжаем показывать высокогорье и постараемся зафиксировать. Надо обойти и посмотреть, есть ли еще петроглифы.